А вот безопасность на дорогах страны сегодня рассматривали в Сенате. Порядка 16 тысяч ДТП произошло в Казахстане с начала года. Показатели выросли примерно в 2 раза по сравнению с 2023 годом. Тему продолжит Ерғали Рамазанула. 1500 человек погибли на дорогах Казахстана в этом году. Еще 20 тысяч получили различные травмы. Если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, то цифры не сильно отличаются. Однако выросло количество самих происшествий. Причем сразу в 2 раза, до 16 тысяч. В МВД пояснили, дело в том, что изменились правила учета. Раньше считали только те ДТП, где пострадавшие обращались за медицинской помощью. Сейчас учитывают абсолютно все. То есть основная причина – это идет элементарное несоблюдение правил дорожного движения, в том числе несоблюдение скоростного режима, проезд на красный сигнал светофора, выезд на встречную полосу, непредоставление преимущества пешеходам. То есть по смертности людей у нас больше приходится на загородные дороги, потому что опять-таки получается из-за превышения скорости, из-за столкновения при такой скорости получается количество пострадавших, погибающих очень небольшое. С проблемой пытаются бороться депутаты. В Сенате одобрили закон об организации транспортного движения. Так в законодательстве появится понятие «средняя скорость». Ее будут высчитывать, разделяя длину участка дороги на время, за которое водитель проехал это расстояние. По результатам автоматического определения средней скорости движения транспортного средства специальными сертифицированными контрольно-измерительными приборами будет устанавливаться факт превышения максимальной скорости движения. В перечень механических транспортных средств включили мопеды. Для них теперь будет предусмотрена обязательная госрегистрация. Эксперты говорят, давно ждали эту норму, однако теперь нужно тщательно предусмотреть все нюансы. Я говорю про мопеды. Почему? Потому что он должен платить налог, он должен платить страховку, в первую очередь ответственность перед третьими лицами, и они должны двигаться строго, соблюдая правила дорожного движения. В противном случае это не транспорт, это велосипед, и тогда он к нему, то есть двигайтесь, пожалуйста, по специальным полосам. Сегодня, с одной стороны, мы должны ужесточить отношение к мопедам, но если мы мопед сегодня приравняем именно к транспортным средствам, тогда некоторые правила тоже надо убрать, чтобы они поворачивали налево, чтобы, у них сейчас запрещено налево, когда они могут поворачивать налево, они будут в общем потоке. По поручению президента Касым-Жомарта Токаева в стране активно ведется ремонт дорог. Сейчас на реконструкции находится порядка 12 тысяч километров. Вместе с ремонтом, однако, необходимо создавать соответствующую инфраструктуру. Это может помочь снизить число аварий. Такое мнение выразил заместитель главы МВД Игорь Лепеха. То есть нужны такие условия, когда водитель даже при желании не мог бы нарушить. Вот мы сейчас говорим, что самое позитивное — это, допустим, разделительная полоса и колеса-отбойники. Где мы делаем разделительную полосу, где мы делаем колеса-отбойники, нет выезда на встречку, соответственно, тяжесть последствий ДТП гораздо ниже. Вот так прямо сказать, отремонтировали, не отремонтировали, не всегда это так. Поэтому надо, строить дороги, обязательно предусматривать инфраструктуру. Кроме того, в закон внесены поправки, ужесточающие меры по отношению к лицам, управлявшим транспортным средством в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Для них будет введен запрет на сдачу экзаменов для получения водительских прав на 7 и 8 лет, соответственно. Ерғали Рамазанула, Тулеген Бисимбаев, Наурыз Базаров, Жибек Жолы.